В этом фильме мы поговорим об иконах, святых образах, которые христиане называют окнами в вечность. Что такое икона? Почему иконы почитаются в православной церкви? Кто был первым иконописцем? Как выглядел Иисус Христос на самом деле? Каким образом появилось изображение Христа на Туринской плащанице? Как иконы Пресвятой Богородицы изменили историю Святой Руси? Ветхий Завет строго запрещал изображение Бога. Этот запрет был направлен против идолопоклонства, так как любое изображение воспринималось как идол. Бог невидим по своей природе, и именно поэтому любое его изображение было бы плодом человеческой фантазии. Однако, когда пришла полнота времени, Богу было угодно явить себя людям в виде Иисуса Христа, Сына Божия и Сына Человеческого. Невидимый Бог стал видимым, приняв на себя человеческую плоть. После этого и открылась возможность сделать изображение Бога, таким, каким его увидели люди. Икона стала для церкви своего рода пятым Евангелием. Великий богослов и поэт Иоанн Дамаскин говорит: «Если к тебе придет один из язычников, говоря: покажи мне твою веру, ты отведешь его в церковь и поставишь перед разными видами святых изображений». Наиболее ранними христианскими иконами считаются настенные фрески в римских катакомбах. И сегодня во многих храмах стены полностью расписаны фресками, изображающими Иисуса Христа и святых. Но тогда, в начале христианской эры, когда церковь подвергалась жестоким гонениям, язык иконописи был иным. Широко использовались символы и тайные знаки, служившие для христиан напоминанием о библейских персонажах. Так, например, Спасителя изображали символически в виде рыбы или доброго пастыря, юноши с овцой на плечах. Рыба – тайный знак ранних христиан. Он символизирует Христа. Пеликан, питающий своих птенцов, изображался как символ жертвенной родительской любви. Виноградная лоза была знаком Евхаристии. Ягненок подразумевал агнца, берущего на себя грех мира. В катакомбах встречались и реалистичные изображения Христа, но чаще всего он изображался в виде безбородого юноши с короткой по римскому образцу стрижкой. Этот символический образ просуществовал вплоть до VI века, когда ему на смену пришло привычное для нас изображение Иисуса Христа как мужчины средних лет с бородой и длинными волосами, расчесанными на прямой пробор. Откуда же взялось такое изображение? Окончательного ответа на этот вопрос нет до сих пор, но есть веские основания считать, что прототипом всех современных икон Спасителя был нерукотворный образ. До 944 года он находился в Эдессе, а затем был перенесен в Константинополь. Понятно, что весь христианский мир хотел иметь списки с этого образа. Так появился в Новгородской Софии и этот список XII века, ныне хранящийся в Третьяковской галерее. Что же касается подлинника, то в 1204 году, когда Константинополь был разграблен рыцарями IV крестового похода, он был вывезен из византийской столицы в неизвестном направлении. Полтора столетия спустя мир узнает об образе Христа, который известен сегодня под именем Туринской плащаницы.
Это древний 4-метровый саван, где два изображения мужчины в полный рост, с лица и со спины, развернуты в противоположных направлениях. Очевидно, тело было положено на одну половину полотна и закрыто другой, перекинутой через голову усопшего, как принято при еврейском погребении. Научный интерес к плащанице разгорелся в конце XIX века. Благодаря изобретению фотографии было сделано невероятное открытие. Когда снимок туринского полотна проявили, на негативе проступил канонический облик Христа. Было много гипотез, оспаривающих подлинность плащаницы. Тем не менее, исследования привели ученых к однозначному выводу. На полотне нет никаких следов краски. Отпечаток возник на молекулярном уровне в результате ожога волокон ткани и недоступен для искусственного воспроизведения. Другими словами, образ нерукотворный. Историки нашли документы, записки паломников, тех же рыцарей, согласно которым туринская плащаница до взятия Константинополя крестоносцами хранилась в Святой Софии, и по праздникам ее выносили на поклонение. А некоторые византийские источники дают основания полагать, что погребальные пелены Спасителя, но только сложенные вчетверо, и были тем самым нерукотворным образом, перенесенным из Эдессы. Удивительно, что целые поколения христиан несколько веков не знали, как выглядел Христос в действительности. А христиане VI и последующего столетий, благодаря обретению нерукотворного образа, узнали подлинный лик Спасителя. Иоанн Богослов в своем Евангелии рассказывает о том, как после воскресения Христова он прибежал к гробу и увидел, что там лежат пелены и плат, который был на голове учителя. Увидев их, он уверовал. Любимый ученик Христа увидел во гробе что-то, что помогло ему сразу же уверовать в воскресение Христова. Может быть, он увидел, что на этой плащанице и на этом плате отпечатлелся лик страждущего Спасителя. А может быть, за этим ликом страждущего человека он увидел лик воскресшего Бога, увидел и уверовал. Соединение двух начал, божественного и человеческого, в Иисусе Христе, стало ключевым моментом в формировании христианского иконописного канона. Ведь икона – это не портрет и не иллюстрация. Иконописец должен изобразить на доске или на стене не просто человека Иисуса из Назарета, а Бога-человека Христа во всем Его божественном величии и славе. И иконы Божией Матери и святых – это тоже не портреты. Икона являет человека не в его земном облике, а в его преображенном состоянии, когда в нем пребывает благодать Святого Духа. Каждый человек создан по образу Божию. Но из-за греховной жизни этот образ во многих людях оказывается затемненным, подобно иконе, покрытой толстым слоем копоти. Двигаясь по пути к святости, человек, подобно реставратору, снимающему слои копоти с древней иконы, постепенно восстанавливает в себе образ Божий. Этот образ и являет православная икона. Святые на иконах показывают нам путь к духовному преображению. Икона учит не только догматам веры, но и аскетической жизни. Иконописец сознательно делает руки и ноги утонченными, а черты лица удлиненными, иногда изменяя пропорции тела,
чтобы передать то духовное изменение, через которое проходит плоть, благодаря подвигу и воздействию Святого Духа. В наши дни иконы пишутся по правилам, сложившимся не позднее VIII века. Иконописцы используют яичную темперу, минеральные краски, смешанные с яичным желтком. Левкас, грунтовое покрытие, готовят из мелового или гипсового порошка, растворяя его в рыбьем или животном клее. Краску на левкас наносят несколькими слоями. Причем эффект объемности на иконе достигается не за счет накладывания теней на светлые тона, как это принято в светской живописи, а наоборот, за счет высветления определенных частей композиции. По преданию, первым иконописцем был апостол Лука. Он был врач и художник и близко знал Пресвятую Деву Марию. В его Евангелии есть такие эпизоды из детства и отрочества Христа, о которых могла рассказать ему только сама Пресвятая Богородица. Считается, что именно он и написал первую икону Божией Матери. Эта икона, принесенная на Русь из Константинополя в XII веке, дошла до нас. Всему миру она известна как Владимирская. Дни светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприимши владычицы чудотворную твою икону. К ней же ныне мы... Конечно, образ, который мы видим сегодня, относится не к I веку. Искусствоведы датируют его XI-XII столетиями. Но нельзя исключить, что под этим видимым слоем краски было еще одно, более древнее изображение. Ведь известно, что когда иконы тускнели, их записывали. То есть поверх одного слоя краски наносили другой, с новым изображением. С историей России тесно связаны многие иконы Богородицы. Но Владимирская все же стоит в их ряду особо. Достаточно сказать, что по молитвам перед этим образом русский народ был избавлен от Тамерлана и от Наполеона. Бородинская битва пришлась на день Владимирской иконы Божией Матери. Окончание монгольского ига, стояние на реке Угре тоже отмечается русской церковью как праздник Владимирской иконы Божией Матери. Одним из ее древнейших списков исследователи считают Федоровский. Эта чудотворная икона была тесно связана с семьей Александра Невского. В 1613 году именно Федоровской иконой был благословлен на царство Михаил Романов. С тех пор этот образ особо почитался царствующим домом, а российские царицы иностранного происхождения стали получать отчество Федоровна. Так мать последнего русского царя, в девичестве датская принцесса Дагмар, получила имя Марии Федоровны. Его жена, немецкая принцесса Алекс, стала Александрой Федоровной, а ее старшая сестра – Елизаветой Федоровной. Еще один прославленный список Владимирской – Донская икона. По преданию, ее заказали Феофану Греку донские казаки и поднесли князю Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой. С копирования Владимирской и нерукотворного Спаса начинал свой творческий путь преподобный Андрей Рублев. Иконы преподобного Андрея пользовались популярностью уже при его жизни. Между прочим, существует предположение, что и Рублевым его прозвали потому, что его иконы высоко ценились. За них платили не копейками, а рублями. Известно, что инок Андрей был соборным старцем. Свои дни он проводил в молитве, посте и созерцании. Как рассказывает летопись, в обычные дни он работал,
А в те дни, когда не положено было работать, например, в праздники, он просто сидел напротив икон и созерцал их. Преподобный Андрей Рублев – это тот редкий случай, когда церковь прославила человека не столько за его биографию, о которой мы знаем очень мало, сколько за его творчество, за те бессмертные творения, которые от него остались. Святые отцы говорили, что тайна Пресвятой Троицы постигается не умом, а духовным опытом. Она раскрывается человеку по мере его духовного возрастания. Так вот, преподобный Андрей Рублев проник в эту тайну и написал такую Троицу, о которой священник Павел Флоренский сказал: «Если есть Троица Рублева, значит, есть Бог». Главная мысль, которой Андрей Рублев хотел поделиться с миром в этой иконе, принадлежит преподобному Сергию Радонежскому. Пусть люди всегда смотрят на Святую Троицу, и той любовью, которую они получат в ответ, побеждают ненавистную рознь мира сего. Образ Троицы и был создан для Троицкого собора лавры преподобного Сергия, росписью которого руководил святой Андрей. Здесь под его началом появился самый первый в истории цельный, неразделенный на части столбами иконостас. В Византии иконостаса как такового не существовало. Только в России он занял центральное место в убранстве храма. Причем со временем ярусов становилось все больше. В XV веке делали иконостас в 3 яруса, потом в 4, а в XVII веке появились уже и 5 и даже 7-ярусные иконостасы. Все образы в иконостасе помещаются в строгом порядке. Верхний ярус включает изображения ветхозаветных пророков и праведников. Ниже располагаются ряды с изображениями апостолов, а также праздничный ряд, включающий иконы великих праздников. В нижнем, местном ряду справа от царских врат находится икона Спасителя, слева – Божией Матери. В некоторых храмах и монастырях до сих пор сохранилась древняя традиция. Мужчины во время службы стоят справа от входа, а женщины слева. Таким образом, одни видят перед собой мужской идеал Христа, другие – женский, Богородицу. Храмовая или местная икона почти всегда располагается второй справа от царских врат. Это икона того святого, которому посвящен храм, или того праздника, в честь которого он построен. Один из приемов с древности, используемый в иконописи – обратная перспектива. Это когда линии сходятся не в глубине изображения, а на самом молящемся. Таким образом, это окно в священный мир как бы распахивается перед человеком, и Царство Небесное простирается перед ним. И уже не человек смотрит на икону, а икона на человека. В XX веке ученые выяснили, что обратная перспектива – единственно правильный способ
переноса объемного трехмерного пространства на плоскость. Это доказал известный инженер-физик, академик Раушенбах, когда занимался стыковкой космических кораблей. Дело в том, что космонавт видит все происходящее на экране. Так вот, обычный двухмерный экран не дает возможность адекватно отобразить трехмерное пространство. Понадобилось создать специальный экран, в который были заложены принципы обратной перспективы. В этой связи внешнего и внутреннего богословский смысл иконостаса, который призван не закрывать собой пространство алтаря от взора верующих, но наоборот, открывать им тайны иного мира через те изображения, которые являются как бы окнами в этот мир. Икона отражает и помогает понять литургическую жизнь и опыт церкви. Она участвует в богослужении наряду с Евангелием. Перед иконой ставят свечи, к ней прикладываются. Перед ней совершают кождение, кладут земные и поясные поклоны. При этом, безусловно, верующие кланяются не доске и краскам, но тому, кто на ней изображен. Иоанн Дамаскин говорит о том, что честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу. Честь, воздаваемая иконе Христа, восходит к самому Христу. Икона – это воплощенная в краске молитва. Икона создается во время молитвы и ради молитвы. А движущая сила молитвы – это любовь к Богу, стремление к Нему. По традиции православные христиане в своем доме отводят для молитвы особое место – красный угол, где все атрибуты помогают сосредоточиться на ней. В домашнем иконостасе чаще всего несколько икон, перед которыми принято зажигать свечи или лампады. Раньше на Руси гости, входя в дом, сначала кланялись иконам, а уже потом приветствовали хозяев. Выражение «хоть святых выноси» напоминает о том, что рядом с иконами неприличное поведение недопустимо. Каждая икона имеет глубокий нравственный смысл. Так, например, икона Богородицы с младенцем, нежно прильнувшим к ее щеке. Это не просто образ Пресвятой Девы и Христа. Это еще и универсальный символ материнства, который Церковь адресует каждой входящей в храм женщине, напоминая ей о ее высшем призвании. Икона напоминает современному человеку о том, что помимо того мира, в котором он живет, есть еще иной мир. Помимо материальных ценностей есть духовные ценности. По сути, каждая икона несет в себе мощный нравственный заряд. Сегодня икона является безмолвным, красноречивым проповедником православия. Как говорил один известный богослов, было время, когда церковь боролась за икону, а сегодня икона борется за церковь. Икона борется за истину, за красоту. В конечном итоге она борется за человеческую душу, потому что в спасении души заключается смысл и цель существования церкви.